А у нас во дворе газ. Голубое топливо становится доступней. В России вступил в силу закон, по которому платить за подводку газа до границы земельного участка больше не придется. Согласно решению президента, теперь эти расходы берет на себя компания-поставщик природного ресурса. В эту программу включены все абоненты. Это имеется в виду там, где газопровод проложен уже распределительный, и там, где надо распределительные газопроводы еще прокладывать. Основными требованиями к данному заявлению должно быть это необходимые документы, право собственности на дом, на землю, ну и прилагающие документы: паспорт, СНИЛС, топосъемка. Непосредственно уже в едином центре окна вам эту информацию все озвучат. Согласно данной программе дегазификации, у нас сроки зависят от того, вот как я сказал, где имеется распределительный газопровод, там порядка от 1 до 2 месяцев. Вот эти сроки уже мы должны проложить этот газопровод. А те места, где распределительный газопровод требуется, там зависит все от протяженности. Они варьируются от расстояния до 3 километров, от 3 и выше. И есть еще те распределительные газопроводы, где непосредственно надо еще устанавливать газорегуляторные пункты. Ну, они варьируются 8 месяцев, 10 месяцев и более. Житель нового микрорайона «Солнечный» Виктор Уваров одним из первых в районе воспользовался льготной программой. В его дом газ уже провели. Как только хозяин дома вернется с работы, планирует уже полностью подключить газ и заканчивать внутреннюю отделку. Şu bana der ki, bana tırbalan, attıklarını şeyler, uttadık. Yani bana neydi? Vakti ekşilerine kaldığında kadar. Aslında şu, eğer de bu ide bulsa, bana ide bulma arkalanları, zakkara tutulduğunu sayardı. Ama bir ayda var tutmayın, buramda sızıp koydular. Allah'a şükür, evet. Проводить газ от границы участка к дому жильцам уже придется самостоятельно. Чтобы участвовать в программе догазификации, необходимо заявку подавать уже на начальном этапе строительства, как только будут готовы документы на дом и на землю. Сегодня идет активная застройка новых микрорайонов, но заявок для подвода газа к своим участкам все еще недостаточно. Мы находимся на селе Верхняя Аркеева, микрорайоне Солнечном. Хотели бы поднять вопрос по программе подключение индивидуальных жилых домов к газопроводу. Из 443 участков, сегодня находящихся и оформленных под жилищное строительство, индивидуальное жилищное строительство, всего лишь введенных домов 68. При этом сегодня плохо то, что Газпрома газораспределение дошло всего лишь 5 участков. Это очень мало. Призываю жителей Ильшевского района, застройщиков вникнуться в программу догазификации и активно подавать заявки для того, чтобы в этом году и на следующий год Газпром газораспределение смог провести голубое топливо, газ в ваши жилые дома. Микрорайоны Солнечный, села Верхняя Аркеева, Полевой, села Верхняя Черкулева, деревни Грим-Ключ, Груздевка, Красноярово и Восток уже участвуют в программе догазификации. В скором времени жители этих населенных пунктов получат голубое топливо в свои дома. Оставить заявку на подключение можно через портал госуслуг, многофункциональный центр или непосредственно обратившись в газовую службу района. Лена Насертинова, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».